таяние ледников, деградация почвы, дефицит воды. Все эти климатические вопросы сегодня стоят на обзоре глав государств Центральной Азии. Главы государств, прежде всего Центральной Азии, обеспокоены тем, как изменение климата влияет на жизни миллионов людей региона. Но президент Садыр Джапаров поставил перед коллегами вопрос энергетической и водной справедливости. По его словам, на долю Кыргызстана приходится лишь 0,03% глобальных выбросов парниковых газов. При этом наша страна несет непропорционально большое бремя последствий изменения климата. В качестве наглядных примеров хотел бы привести некоторые цифры. Количество чрезвычайных ситуаций, в том числе по селям и паводкам, с 2020 года увеличилась в 3 раза, а сумма прямого материального ущерба от чрезвычайных ситуаций составила порядка $16 миллионов США в год. Площадь одлинения в Кыргызстане сократилась на 16%. Уровень озера Иссык-Куль за последние десятилетия снизился почти на 14 метров, а количество рек, впадающих в озеро, сократилось более 100 до 30. Числа ледниковых высокогорных озер с 1968 года выросло на 30%. Общий ежегодный объем водных ресурсов, который формируется на территории Кыргызстана, оценивается порядка 50 миллиардов кубометров, добавил президент. При этом из этого объема наша страна использует для собственных нужд всего лишь около 12 миллиардов кубметров, а остальные 38 миллиардов кубметров уходят в соседние государства. Мы понимаем, что водные ресурсы, формирующиеся в Кыргызстане, имеют большое значение для сельского хозяйства и обеспечения энергетической, продовольственной и социально-экономической безопасности стран Центральной Азии. В этой связи президент предложил внедрить в регионе взаимовыгодный экономический компенсационный механизм в водно-энергетической сфере на современных условиях. Кроме того, Джапаров выступил за упрощение процедур получения климатического финансирования. О необходимости финансирования говорили и на других сессиях конференции. Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан заявил, что без денег мало что можно изменить. Проблема внутри, она всем ясна. Проблема в Казахстане, например, это снижение выбросов парниковых газов в энергетике. Это основная отрасль, которая сегодня дает значительный объем выбросов. Но понятно, что энергетика у нас, скажем, сегодня требует полной модернизации. Энергетика у нас сегодня остается нашим некоторым по 50-60 лет. И понятно, это требует немалых средств. Поэтому я думаю, что мы должны все переводить на практическую плоскость. Я имею в виду финансирование и еще раз финансирование. Если в ближайшие годы мы все-таки не увидим явного прогресса, мне кажется, нам не совсем будет комфортно собираться. И это очень серьезный вопрос. Координатор региональных программ Центральноазиатского регионального офиса Всемирного банка Дмитрий Петрин рассказал, что в Центральной Азии Всемирным банком финансируется 79 проектов на сумму более 10 миллиардов долларов. Кыргызстан реализует 20 проектов на сумму более 1 миллиарда долларов. С 2022 года ожидается новое финансирование. Это региональная программа развития взаимосвязанности и торговли электроэнергией, известная всем энергетикам как REMIT. В рамках нее общий объем финансирования, который готов выделить банк, составляет порядка $1 миллиарда совместно с партнерами по программе КАВА. Первая фаза реализуется в 3 странах: Кыргызской республике, Таджикистане и Узбекистане, и региональный компонент через КДЦ «Энергия». Мы надеемся, что на 2 и 3 фазы другие страны будут подсоединяться, расширяться финансирование. Общий объем определенных инвестиций, согласованных со странами, составляет порядка $2 миллиардов. Соответственно, огромный потенциал для совместного финансирования всех партнеров по развитию. Задача в том, чтобы в 2 раза увеличить объем торговли с порядка 9 гигаватт-час в год до 15 гигаватт-час в год, улучшить возможности передачи энергии приблизительно в 3 раза.
Саммит в Астане только обозначил проблемы. Как отметили эксперты, процесс адаптации стран к изменению климата идет, но недостаточно интенсивно. Все переговоры еще впереди. Индикаторы адаптации пока на уровне обсуждения, дорожная карта по лесам, как бы немного, но это часть многолетней эстафеты. И, соответственно, адаптационный следующий шаг вперед, вероятно, будет сделан в Эфиопии, соответственно, в 2027 году, где и руководство, и больше деталей по финансированию адаптации, в целом по адаптации. А дальше конференция в Индии, где будет намечено подведение итогов по всему спектру, так называемый GCT-2, Global Stocktake 2. Но я бы еще отметил, что там будет пересматриваться правила по статьям 6.2, 6.4. Приведу только один пример, почему это тоже существенно. Вот если сейчас у вас есть пастбище и идут потери почвенного углерода, вы предпринимаете действия и останавливаете эти потери. Вы предотвратили будущие потери, не допустили эмиссии парниковых газов. Вот сейчас это не может быть оформлено в виде углеродных единиц. А ведь хорошо бы, чтобы это было можно. Это просто один конкретный пример того, что переговоры важны, но во многом случаях, а чаще еще более важны участие в конференции сторон, как для продолжения и развития партнерства и международного сотрудничества. То, что на саммит в Астану прибыли 7 глав государств и не только Центральной Азии, говорит о том, что климатическая повестка очень важна. И только вместе можно решать глобальные проблемы.